Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте, друзья и гости политической платформы Организации женщин Туркменистана. Я, Салыхова Энеджан, как член Федерации, хочу начать свой диалог с теоремой Леонардо да Винчи «Совершенство нашего сознания». Умение видеть и слышать окружающий мир дает нам в руки самый надежный ключ к обогащению нашего чувственного опыта. Я хотела бы поговорить с вами о плачевном положении туркменского народа и о предстоящих фальшивых выборах и транзита власти. В работе Михаила Нордмана под заголовком «Туркменский фашизм» говорится о политическом деспотизме, о расовой дискриминации и о геноциде туркменского народа. Или со стороны властей, репрессии, коррупция, принудительный труд стал закономерной нормой нашего государства. Преступный клан администрации туркменского правительства отвлекает народ от коренных социальных проблем, внушая идеи патологического шизофреника. Как сказал Зигмунд Фрейд, страх – это защитная реакция, что помогает господствующему классу удерживать свою власть над народом. Исходя из этого, я хотела бы сказать, какова же этническая природа нашего народа и что за потенциал общественного понятия двигает сознанием индивидуальной психологии. Таким образом, этот народ с таким низким интеллектуальным потенциалом сможет бороться против узурпатора, против палача и насилия машины. И почему деспотизм передается из поколения в поколение? Найти ответы на эти вопросы очень сложно, но я больше ссылаюсь на безграмотность нашего народа. Как можно просить Божью милость с такими углеводородными ресурсами, и где видно, чтобы цивилизованный народ с гигантскими природными богатствами превратили в нищих с протянутой рукой? И все-таки должна быть условная потребительская корзина для прожиточного минимума. Вот уже 30 лет туркменский народ бедствует в руках бандитского клана Бердымухамедова. Они лишили нас социального развития, прогресса, интеллектуального развития. Туркменский народ представлял мировую науку в области солнечной энергии. Прогрессивный народ превратили в безмозглых манкуртов и переместили в эпоху феодализма. Народ Туркменистана лишен академического образования. Методика преподавания в средних школах на базе Рухнамы Сапармурада Ниязова. Очень жаль, что сознательная жизнь нашего народа была лишена мировой культуры, литературы, истории, прогресса и цивилизации. И хочу задать вопрос, куда смотрит ОБСЕ, куда смотрит ООН и куда смотрит Amnesty International, когда в туркменских тюрьмах массово убивают политических заключенных и где гниют по 20 лет без вины виноватые люди. Неужели эти вышеуказанные организации, находясь в Туркменистане, не видят беспредел властей? Это в вашей юрисдикции, господа правозащитники, то, что вы именуете суверенным, нейтральным, демократическим государством, это обыкновенный туркменский фашизм. Мир коррумпирован. Ради нефти уничтожали Ирак. Убивали Саддама Хусейна, ради нефти превратили в руины Ливию и жестоко казнили Муаммара Каддафи. А где гарантии, что нас не убивают за наши углеводородные ресурсы? Вот в чем причина молчания мировых держав на узурпацию, насилие, репрессии туркменского правительства против собственного народа. Так что диктатор долго будет сидеть на президентском кресле, и ему в этом поможет Совета Безопасности ООН со своей декларацией независимости.
Если будем говорить о выборах, навряд ли какой-то человек со стороны придет и пройдет инаугурацию на пост президента Туркменистана. Господа оппозиционеры, вы не помеха для транзита власти от отца к сыну. Мне очень жаль, товарищи активисты, но вы живете в виртуальном мире. Вашу кандидатуру даже близко на пушечный выстрел не допустят к президентским выборам. Очнитесь, власть у Бердымухамедова, и пока еще не в истории ни один диктатор не покидал свой трон по собственному желанию. Эта семейка тоже будет продолжать убивать, насиловать, репрессировать свой народ, чтобы удержаться у власти. Единственным решением узурпатора это народное восстание или внешнее вторжение. Какие шансы остаются на спокойную старость Аркадагу после совершенного геноцида против собственного народа? Теряли авторитет, а запас преступления, накопленный во время вашей диктатуры, не оставляет вам вариантов на продолжение спокойной жизни. Вам это не простят души репрессированных вами людей. Они вас будут преследовать и наяву, и во сне. Каждый день усиливается возможность оппозиционного движения. Народно-освободительная армия ведет продуктивную подпольную борьбу внутри Туркменистана. Политическая платформа Федерации женщин работает над материалом репрессированных граждан Туркменистана за период правления Сапармурада Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова. Мы, демократическая фракция женщин, требуем вмешательства правоохранительных организаций для контроля прозрачности фальсифицированных выборов. Баллотируют подставных кандидатов с припиской голосов в криминальной предвыборной кампании Бердымухамедова. В Туркменистане зашкаливает коррупция. Наша молодежь от безработицы нанимается на службу к диктатору. С точки зрения экономической теории, для сохранения преступного режима повышает штатную единицу полиции, национальной безопасности и личной охраны. Устраиваясь карателями, туркменская молодежь начинает свою хорошо оплачиваемую трудовую деятельность на основе кровавой политики психического больного правителя. Репрессиями наш народ отдает последнее, чтобы не попасть в лагерь смерти. Вот так и разрушают нашу родину, создавая коррупцию, профессиональную деятельность, социальной карьерой. С вами была Эмиджан Салехова. Благодарю за внимание.